Приглушенный свет. На сцене оркестр и дирижер. Зрители замерли в ожидании. И вот первый взмах палочки, и музыка, разрушая тишину, наполняет зал. За тонкой скрипкой следует виолончель. Украшает диалог струнных волшебная арфа. А затем в дивный переплет звуков врывается фортепиано. И не была бы эта мелодия так прекрасна без своего главного исполнителя. Посиди, помолчи, все само пройдет и растает гнев, и печаль уйдет. В это время в другом городе, в Москве, на сцену выходит Валерия Миронова, студентка Гнесинки, певица, участница шоу «Голос». И словно луч среди ненастья Вместе с ней просыпается Россия. сердце, тебе не хочется покоя. Она задает ритм на весь день. И дыхание, затаяв ночные окна, вглядываюсь я. Ее голос будоражит. И волнует. Звенит январцем юга, и в них лечит упруга. Ее выбирают лучшие. Они живут в разных городах, выступают на разных сценах. Григорий предпочитает исполнять оперу, Валерия – джаз. Таких разных, но таких одинаково влюбленных в искусство объединяет Якутия, их малая родина. Знаете, я просто, что называется, одной ногой нахожусь в Академии молодых певцов Мариинского театра, а другой ногой уже в Мариинском театре непосредственно. Кто-то предпочитает объявить меня как солиста Мариинского театра, кто-то как солиста Академии молодых певцов Мариинского театра. Порой добавляют заслуженный артист Республики Саха-Якутия, приятное звание, которое я получил пару лет назад. На сцене Мариинского театра Григорий с 2011 года. Он с изяществом исполняет и Валентина из «Фауста», и с такой же легкостью перевоплощается в Сильвио из «Паяцци». Особое место в репертуаре артиста, конечно, занимает ведущая роль Евгения Онегина. Почему вот я, наверное, выбрал в итоге оперу, да, и больше акцент делаю на ней все равно? Потому что это то искусство, которое все время требует вложений. Когда я начал петь в Мариинке, это было очень тяжело. Потому что я рос, все знают, что наши дворы в Якутии, мы там бегали, играли казаки-разбойники. Не всем понятно, но в Якутии знают наши дома на сваях, сколько мы там под этими домами лазили на крышах. Где-то во дворах, там, в каких-то болотах, господи, что только не лазили. И тут вдруг тебе надо оказаться лондонским денди и несколько часов производить впечатление, просто чтобы все, вау, какой джентльмен, ну где? Вот, я же не рос с этим всем. У меня же не было какого-нибудь там учителя, там, француза, который мне объяснил, как держаться, как что. И поэтому это все время держать осанку, ни в коем случае там, не расслабиться, не свалиться на одну ногу, на другую. Каждый выверенный жест. После первого спектакля вышел, у меня болело все просто. У меня жутко болел пресс, потому что, надо было все, чувствую, сутулюсь. Нет, Онегин так не мог, раз сломал себе спину, пошел. В общем, не знаю, для меня это большое испытание всегда. В его голосе золото обернуто в бархат, а сам Григорий словно якутский бриллиант, который засиял всеми гранями в Петербурге.
И все перекрестки его звездного пути так или иначе берут начало с детства, с его родного города Якутска. В зеленом саду думал, на улицу век не пойду. Что значит для тебя Родина? Очень много, конечно, да. Пока в детстве, конечно, я понимал, что я здесь в Якутске родился, хочу всю жизнь здесь прожить, и я ничего не люблю так, как люблю это место. Свою музыкальную карьеру, да, вообще, как бы первые шаги, все начиналось с ДШИ. Ну, площадь Ленина, значит, стекляшка наша, вот эта известная. Там в тот момент, когда мне всего 4 года еще, или где-то 5 уже было, объявляется набор в хор мальчиков при президенте Республики Саха-Якутия. Ну, что могло быть круче еще на тот момент, и для мамы, как вот она видит, как я в детстве там сижу, слушаю пластинки на граммофоне, где-то что-то напеваю, естественно, подпеваю, и она понимает, что ага, ну вот музыкально слышит, ритм есть, ощущения. И пошли мы на прослушивание. Да, пластинки он слушал, сказки, песни Румянцевой, Надежды, и очень ему нравилась Анна Герман. Музыкальное знание он начал черпать в хоре мальчиков, посещая детский сад. Когда дети спали в тихий час, мы приходили, его брали на занятия в хор мальчиков. Потом дети просыпались, Гриша приходил, опять у них тут полдники, все. И вот таким образом он учился в хоре мальчиков. Я именно обратила внимание, что у него абсолютный слух. То есть, будучи 5-летним ребенком, он мог очень хорошо и точно повторить любую интонацию, любую мелодию, которую я ему скажу. И это меня очень сильно понравилось. Мы выступали везде со всеми звездами нашей эстрады, нас везде приглашали. Конечно, когда мы в президентском хоре мальчиков были, это в основном была классика. А потом, конечно, вот мы когда стали ансамблем, им хотелось более эстрадного такого направления, но тем не менее мы очень много пели патриотической песни. Именно тогда он решил, что свяжет жизнь с музыкой, а воплощать мечту поехал в культурную столицу Санкт-Петербург и поступил в именитую консерваторию имени Римского-Корсакова. Я попал в основной состав, то есть бюджетники, первый курс. Я не мог поверить вообще. Я помню, я пришел... Хотя я достаточно неплохо подготовился к экзаменам еще в Якутии, в музучилище. Там и вот и сольфеджио, и вокал. Но когда 300 человек на 30 мест, ну, получается, 10 человек на место, со всей страны приехали весьма такие уже, скажем, заряженные вокалисты, которые уже и опыт был, даже на оперной сцене где-то. Прихожу на результаты зачисления. Страшно, невероятно, естественно. Но я хотел, честно говоря, я хотел не найти свою фамилию в списке. Да, я хотел вернуться в Якутск тогда. Ну, я думаю, очень многие земляки, приехав сюда или в Москву, понимали, что, боже мой, что это такое, какой огромный город, что я здесь буду делать. И многие здесь теряются. Но ты поступил и остался. Да, я поступил, я говорю, я хотел, думаю, сейчас ой, не увижу в списке, и все, позвоню, маму расстрою и, как бы, и поеду обратно. Прихожу, смотрю, сейчас мама говорит, бюджетная, говорю, поступил, все, караул. Перестраиваться было очень непросто, вообще непросто. Друзей никого нету. Но, опять же говорю, вот здорово, когда ты посмотришь со стороны на тот путь, который ты прошел, и классно. Снова идет ночь над полями сонными, в дымке костра светят глаза меня. Мы
были однокурсниками в Санкт-Петербургской консерватории. Я очень хорошо помню Гришу, он пришел, по-моему, он был у нас на курсе самый молодой, и все говорили о том, что появился вот парень из Якутии с очень красивым голосом, такой самородок, можно сказать. В консерватории мы все считали, что да, конечно, мы будем петь в Мариинском театре. Но, кстати, для нашего курса это состоялось далеко не для всех. То есть можно сказать, что вот нам выпало такое счастье с Григорием. Все приходит к тому, что вот в жизни как ты хочешь, так оно и бывает. Я в этом уверен. Просто надо научиться, наверное, хотеть правильно. Я не могу без тебя жить, мне в дожди без тебя сушь, мне в жару без тебя стыть, мне без тебя и Москва глушь. Для нее он навсегда покинул дом, для нее он все на свете позабыл. Ну, я не знаю, меня она так трогала в детстве, вот в моем вот этом в школьной юности. Каково было удивление, когда вот мне предлагают, говорят, а вот есть вариант спеть с Зарой дуэт. Супер, круто, интересно. Есть вариант спеть с Львом Лещенко. Ну, фантастика, я его слушал на пластинках и балдел там от каких-то композиций. Бывали закаты, и ливень бил стекло. Все было, и любовь была. Я вот в этих стенах познакомился с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Тогда он тоже интересные советы дал, там, поизучать советскую антологию советской песни. Для меня подарок судьбы, что сказать, встретиться с такими людьми. Я никогда не рассчитывал на это, я никогда не представлял, что там, я хочу вот встретиться и спеть дуэтом с Тамарой Гвердцитель. Никогда ни о ком вот из знаменитостей так не думал. Но вот жизнь нас сталкивает, и это всегда такие приятные знакомства. Безумно я восхищаюсь Аленой Утай. Я мечтаю, что мы когда-нибудь сможем сделать какую-нибудь коллаборацию. Вот. Но у меня здесь есть в Питере очень замечательный дудукист. У меня сразу в голове Алена, еще несколько музыкантов, и мне кажется, мы можем какую-нибудь такую интересную коллаборацию сделать с таким необычным звучанием. Ну, А сам на хамусе, например, ты умеешь играть? то он у меня где-то лежит там. Ничего себе, серьезно? Я всегда ношу с собой его, да. Мой замечательный инструмент, с которым я Ну что ж, Лера, я тебя приветствую. Наконец-то мы берем у тебя интервью, очень долго к этому шли. Мы находимся в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных, и это, видимо, то самое место, где выступают все студенты, в том числе и ты. Да, конечно. И это по-настоящему историческое место, потому что в этом месте и мировые оркестры известнейшие выступали, и Иосиф Давыдович Кобзон, и Александр Борисович Градский. Место напитано подлинным искусством. Сейчас я на 3-м курсе на кафедре эстрадно-джазового вокала, собственно, факультета эстрадный. Ты давно поешь, наверное, с детства. Наверное, даже с ванны моя первая песенка была исполнена, ну, наверное, годиков 4, да, в ванной комнате. И, наверное, тогда уже родители подумали, опа, наверное, она будет петь. Я училась в Нижнекоронельской гимназии. Вместе с тем, как я пошла в школу, меня родители отдали в музыкальную школу, в класс фортепиано к своему первому педагогу музыки. Это была Савинок Виктория Викторовна, она до сих пор там работает, трудится. И, конечно же, я тоже ей очень благодарна, потому что именно она стала тем человеком, который стал прививать мне вот эту вот любовь к музыке. Да.
Ну, параллельно с музыкальной школой и танцевала, и пробовала пойти петь солисткой в местный дом культуры. И там были мои первые педагоги вокала, в том числе Дворец культуры «Металлург». Ну, дом культуры, но для меня он дворец, понимаете? Да, это мое первое место и вообще место, с которого мой творческий путь начался. Какие песни вы там изучали? Может быть, были якутские? Были, конечно, конечно. Точно так же, как и в гимназии, в которой я училась, и в Доме культуры мы тоже частенько пели. И мало того, мы танцевали якутские танцы. У меня до сих пор где-то сохранилась видеозапись, как мы в национальном якутском наряде. Вот. Ну, это было очень интересно. Это было интересно. Ну, ты прям наша якутянка тогда. Да. У меня даже, ну, меня называют часто, вот, например, в передаче на Первом канале «В добром утре», когда я прихожу, ну, это случается вот стабильно раз в 2 месяца, в 3 месяца, я прихожу и так, ну что, у нас сегодня якутяночка? Что было, не забудется, что будет, то и сбудется, да и весна уж минула давно. Да, я училась в Нижнекуранакской гимназии, окончила 10 классов и уже непосредственно полное образование получила в Новосибирске. И, собственно говоря, в Новосибирске я поступила в замечательный музыкальный колледж, который мне дал базу. Я знала, что буду переводиться с понижением курса. В столицах принимают только так студентов. Но это было, честно говоря, пальцем в небо. Были большие сомнения, особенно в музыкальной сфере, музыкальной индустрии, когда ты прекрасно понимаешь, что 300 человек на одно место, а тем более, если ты хочешь поступать на бюджет, да, ну, это, как бы, если коммерция, то это деньги не малые, и для моей семьи, и для меня в тот момент были. Общаясь с абитуриентами, я все больше и больше понимала. Так, ага, я, значит, приехала, во-первых, поздно, во-вторых, это нужно было, оказывается, ну, как-то предварительно там с кем-то созваниваться и списываться, чтобы на тебя обратили внимание. То есть это было первое столкновение с Москвой, да, первое да, столкновение да, с конкуренцией. И ты в итоге попала все-таки на бюджет. Попала на бюджет, да. Это для меня была большая неожиданность. И вечером стало известно, что я поступила и увидела себя в списках прошедших на бюджет. Звоню тут же маме: мама, я прошла на бюджет в Гнесинку. Да. Самый престижный вуз, и, естественно, мы занимаемся давно, поэтому, конечно, у нас есть опыт, у нас много интересных предметов, у нас преподаватели с большим стажем. Ну и, конечно, результат совершенно другой, потому что у нас много именитых выпускников, такие как Полина Гагарина, вот недавно выстреливший, можно сказать, певец «Шаман», Артем Качер, Юлиана Караулова, Антон Беляев. Много-много уже таких известных артистов, которые прошли именно Гнесинский путь и стали популярными. Со всей России съезжается много очень талантливых ребят, и, конечно, конкурс огромный, сложный, и на каждом этапе свои трудности. Валерию я просто обожаю. Я могу сказать, что это наша гордость кафедры, потому что она девочка очень ответственная, умница, очень аккуратная. И вот эти вот качества, которые соединяются с талантом, с харизмой, с таким добрым посылом к зрителям, вот у нее эти все качества есть. Поэтому мы ее очень любим и всегда рады, когда она нам какие-то награды новые приносит на кафедру. Меня зовут Валерия Миронова, мне 21 год, я из республики Саха-Якутия, из поселка Нижний Куранах. Класс! Это был 8-й сезон, 2019 год, и мне кажется, тогда вся Якутия ахнула, когда ты сказала, что я из Нижнего Куранаха.
Я из Якутии. Я на самом деле в каком бы конкурсе ни участвовала, где бы ни была, в каком проекте, всегда с гордостью говорю, что я из этого региона, что я из республики Саха. И на подборе репертуара, ну, все знают, что я пела известнейшую песню Леди Гаги «Покер Фейс» в необычной аранжировке, которую написала непосредственно для этого проекта. И причем я ее писала, ну, понятно, с заделом, да, на то, что мне нужно показать как можно больше своих сторон, да, вот. И это такая получилась своеобразная солянка, состоящая и из эстрадной манеры пения, и из джазовой, и из имитации тромбона. А в конце у нас вообще был ракешник. Вот тогда во мне была самоуверенность, которой иногда не хватает на самом деле. Всем очень понравилось. Константин Меладзе, потом был Сюткин Валерий, потом была Полина Гагарина, и вот как раз последний, встав на кресло, повернулся Сергей Шнуров. Это мой первый был выход на большую сцену. На самом деле я очень благодарна этому проекту, потому что он стал ступенькой, вот нужной ступенькой, ступенькой, которая, я считаю, ну, практически каждому артисту нужна. Раньше, конечно, когда я ее еще так хорошо не знала, мне, как и многим, казалось, что да, все так легко идет, все как-то вот, ну, она красивая, она такая видная девчонка. Думаю, ну вот поэтому у нее все так легко и просто так на пути на творческом идет. Ну, повезло, как очень многие считают в нашей сфере. Но на самом деле, когда вот узнаешь ее и видишь, как она работает с материалом, как она работает над собой, как над артистом, сколько усилий она прикладывает для того, чтобы быть там, где она есть, и быть той, кем она является. И это мало того, что вызывает огромное уважение, но еще и искреннее восхищение, правда. Я более трудолюбивого человека не встречала. Откуда в тебе такая сила воли и такое стремление исполнять свои мечты? Потому что вот я вижу в тебе огромный, твердый, железобетонный стержень. А вроде бы ты такая хрупкая, милая девушка, внутри ты настоящий вольный борец, который наперелом просто идет к своей цели. Откуда это в тебе? Может быть, это та самая северная закалка? Интересный вопрос. Наверное, действительно, вот люди, которые со мной находились на протяжении всего моего детства, да, и подросткового периода, они меня закаляли. Вот такое ощущение, что чувствовали, готовили к тому, что буду бороться за место под солнцем. Да. И здорово, что я через это прошла, и здорово, что это было именно в Якутии. Совсем недавно прошли мои концерты в Якутии, в Алдане, в Нижнем Куранахе. В Алданском районе я побывала впервые за 5 лет. И это, конечно, неописуемое чувство, когда ты возвращаешься в родной дом. Первый концерт состоялся в городе Алдан, в театре юного зрителя. Замечательная площадка, плюс ко всему наш звукорежиссер, которого я просто обожаю за его профессионализм, за его скрупулезность, вникание в работу. Это Алексей Петрович Сенников. Концерт, и благодаря ему в том числе, прошел здорово. А как концерт назывался? Концерт назывался «Дорога домой». Я придумала это название и подумала, что будет здорово, если я на концерте немножко расскажу о том, как я жила в Нижнем Куранахе у себя на родине, и о том, как я живу сейчас в столице, в Москве. Но концерт прошел очень душевно, по крайней мере, по отзывам зрителей, по их отдаче, по их аплодисментам. А второй концерт у тебя где был?
Второй концерт прошел в Нижнем Куранахе, и он как раз был посвящен Международному женскому дню. Музыка для меня константа, все остальное переменные. И музыка для меня как главный способ самовыражения. И когда ты чувствуешь отдачу, и когда чувствуешь, что произошел резонанс от слушателя, ну, это огромное счастье. И это, наверное, то, ради чего стоит вообще этим всем заниматься. Ну, в данный момент у меня очень много проектов с разными оркестрами, ансамблями, в том числе это и мой сольный проект, который я вот в ближайшее время планирую развивать. Это проект с авторским материалом, с моим. Развитие есть, и оно происходит, пусть и вот такими вот маленькими шажочками, да, но к чему-то обязательно придем. Если цели благородные, значит, к чему-то обязательно придем. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Григорий Николаев. Санкт-Петербург, Москва.